Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о ключевых событиях. Научная столица. Они позволяют обеспечить, во-первых, импортозамещение и повысить производительность, эффективность агропромышленного комплекса нашей республики. На неделе Уфа принимала Всероссийский съезд молодых ученых. Башкортостан, Уфа никогда столь большого количества талантливых, ярких, молодых ученых не принимала. Как в стране достичь научно-технологического лидерства, обсуждали в течение 3 дней. Башкортостан делился своим опытом в этом направлении. Республика традиционно занимает лидирующие места в рейтинге научно-технологического развития регионов. Новые пути развития в работе с кадрами. Здесь я уже 1,5 года, уже освоил 4 профессии. Это токарь, фрезеровщик, шлифовщик и сверловщик. Глава Минтруда России побывал в республике и посмотрел, как организована подготовка специалистов на УМПО. Это совершенно современная площадка, дающая возможность молодым ребятам актуализировать свои знания. Она дает возможность ребятам двигаться по карьерной лестнице. И как в Сибае можно найти работу мечты. Герои Башкортостана – кадровый резерв республики. Взгляды мои очень сильно изменились после участия в боевых действиях. И видя здесь данную обстановку, захотелось мне что-то изменить. Как будет проходить обучение полуфиналистов регионального проекта, обсуждали на неделе на заседании Общественного совета программы. Общественный совет на данный момент отобрал 70 человек, которые будут зачислены на годовую программу обучения. Первые результаты. Хотелось бы обратить внимание на то, что многие пользователи неправильно осуществляют парковку, неверно указывают зону, либо неверно указывают номера при регистрации своего автомобиля в приложении горпарковки. В столице Башкортостана прошла неделя после введения платных парковок в центре. Как автолюбители привыкают к новшеству, выяснял наш корреспондент. Бесплатно оставить машину можно круглосуточно в выходные и праздничные дни на час возле соцобъектов и медучреждений. Итак, Уфа на 3 дня стала научной столицей страны. На площадке Конгресс-холла проводился 13-й Всероссийский съезд молодых ученых. Более 1500 лучших умов обсуждали настоящее и будущее российской науки, взаимодействие с бизнесом и властью. На встречах и дискуссиях говорили о необходимости полноценного производства отечественного оборудования для исследований и о том, как привлекать молодых людей, эффективно налаживать контакты друг с другом и промышленниками, чтобы на выходе получать новые изобретения. Об итогах главного научного события России в материале Данилы Байкова. Такого большого научного десанта со всей страны Уфа еще не принимала. Более 1500 человек приехали на Всероссийский съезд молодых ученых. Они охотно делились с коллегами последними передовыми разработками, как, к примеру, известный российский физик Максим Никитин. Вместе с соратниками он разработал микроскоп, который способен до мельчайших подробностей распознать раковые клетки. Он отфотографирует все, и пользователю просто предоставит итоговые данные, поэтому это важно не только в науке, но и очень важно потенциально в медицине. Максим Никитин – лауреат Государственной премии России и президента страны за создание наночастиц, которые выявляют раковые клетки, и за открытие механизма хранения и передачи данных в ДНК. Цель – сделать так, чтобы в будущем лекарство поражало опухоль и не влияло на весь организм. Возможный ключ к лечению сложных заболеваний, к пониманию, что такое старение, эволюция, как работала. Очень здорово, что все ребята из разных регионов могут посмотреть лучшие практики здесь, в Уфе. И для научных умов в Башкортостане есть все возможности для развития. Ради Хабиров заявил, что лично поддержит специалистов, которые захотят работать в республике. Столько талантливых людей, вот наша республика активно развивается, экономика развивается, наука развивается. Поэтому если кто-то, побыв здесь 3-4 дня, примет решение в Башкортостане остаться, пишите прямо мне сразу, я лично. –
Я лично индивидуальную траекторию роста и успеха вам сам нарисую и буду сопровождать. В последние годы в регионе огромное внимание уделяется науке. Почти 900 миллионов рублей выделили на премии, гранты, улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым ученым. Республика традиционно занимает лидирующие места в рейтинге научно-технологического развития регионов. И я хотел бы особенно поблагодарить Радия Фаридовича за то внимание, которое он уделяет развитию науки. По инициативе главы Башкортостана в республике активно создают инфраструктуру для ведения исследований. 4 университета региона вошли в программу «Приоритет-2030». В центре столицы строится межвузовский кампус. Всего в Евразийском научно-образовательном центре размещены 18 молодежных лабораторий. К примеру, башкирским ученым есть что показать из области микроэлектроники. Разработан чип для уплотнения канала связи по орбитальному угловому моменту. Другими словами, миниатюрные датчики на основе интегральной фотоники размером до 1 мм. Ее вместе с соратниками разработал Владислав Иванов. Это прорывная технология, которая может использоваться в наших телекоммуникациях, радиосвязи, в проводной связи и так далее. А сенсорные системы – это основа, во-первых, для метеорологических исследований, измерительных приложений, а также медицины. Представители компаний и ученые интересуются новинками в сельском хозяйстве. Особенно сортами пшеницы Салават Юлаев, Ватан, Лана, гибрид культуры Шихан и 5 видами картофеля. Они позволяют обеспечить, во-первых, импортозамещение и повысить производительность, эффективность агропромышленного комплекса нашей республики. Исследователи надеются на отечественных производителей, которые, к слову, показали на полях съезда биопринтер, позволяющий печатать щитовидную железу мыши или даже регенерировать барабанную перепонку человека, и не только. Разработан нашим заводом, который находится в Мытищах, Россия. И, соответственно, здесь мы представили жидкостные криостаты, мембранные химстойкие насосы, системы контроля вакуума, магнитные мешалки и верхнеприводные мешалки. Молодым специалистам рассказали и о возможности получения грантов Российского научного фонда, который ежегодно финансирует порядка 10 тысяч проектов. Суммы варьируются до 1,5 миллиона на одного разработчика и от 4 до 7 миллионов рублей на группу исследователей. С властями Республики Башкортостан у нас есть региональный конкурс. Сейчас мы вышли на уровень, что порядка 50 миллионов совместно и РНФ, и власти региона выделяют на финансирование проектов, которые нацелены как раз-таки на решение задач региона. На площадке говорили и о привлечении молодых ученых в предприятия оборонно-промышленного комплекса страны. В Башкортостане много инновационных производств, и как раз важна государственная поддержка. Мы это на съезде обсуждали и надеемся на усиление сотрудничества. Организаторы преследуют задачу вовлечь молодых ученых в решение важнейших задач развития общества и страны. Набраться новых знаний в Уфе и уже у себя на родине воплощать научные проекты в жизнь. Одна из главных целей Всероссийского съезда Советов молодых ученых заключается в том, чтобы представители бизнеса и научного сообщества могли научиться слышать друг друга, понимать запросы как от работников предприятий по созданию того или иного продукта, так и учитывать мнение исследователей. Устойчивость экономики и ее рост во многом зависит от внедрения передовых технологий. Даниил Байков, Азат Ишбулатов, Шамиль Каримов, Виктор Миренков. Итоги недели. Кадры решают все, и сегодня, на этой неделе, в Башкортостан с рабочим визитом приехал министр труда и социальной защиты России. Антон Котяков ознакомился с тем, как организована подготовка специалистов на одном из крупнейших промышленных предприятий республики в Уфе. А в Сибае федеральному министру показали, как помогают местным жителям с трудоустройством. Сопровождал федерального гостя глава республики. Подробности в материале Руслана Батыргариева. Учился в авиационном университете, но так вуз и не окончил. Потом трудился разнорабочим на стройке. В один момент захотелось заняться чем-то серьезным и стабильным. В итоге Дмитрий Поляков решил встать за станок с последующей перспективой карьерного роста. Здесь я уже 1,5 года. Сама программа обучения 2 года занимает. Уже освоил 4 профессии. Это токарь, фрезеровщик, шлифовщик и сверловщик.
По всем этим профессиям имею 4-й разряд. У каждого своя история и мотивы, но объединяет их одно. Они хотят работать в ОДК ОМПО. Именно поэтому пришли в производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех» на базе предприятия. Здесь готовят специалистов самых востребованных рабочих профессий для двигателестроения. Главной задачей производственно-учебного центра стоит подготовка кадров для Уфимского мотостроительного производственного объединения. Потребность в кадрах очень большая, порядка 3000 производственных рабочих. И в рамках нашего производственного учебного центра есть возможность подготовить по таким профессиям, как токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, контролер. С тем, как готовят для себя кадры в ОДК ОМПО и повышают квалификацию молодые работники, ознакомили министра труда и социальной защиты России. Прошлись по цехам учебного центра и осмотрели аудитории. Штатные сотрудники все, да? Да. Здесь идет повышение квалификации. Да. Вот это итогом повышения квалификации что становится? Это отражается на их повышение разрядности. Во-первых, повышение разрядности, во-вторых, повышение заработной платы. Соответственно, уже, да. Пообщались гости и с участниками образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха». Это программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли. Участникам проекта гарантируется повышенная академическая стипендия от корпорации при успеваемости на хорошо и отлично от 30 до 50 тысяч рублей. Также предусмотрено трудоустройство в ОДК ОМПО, выплата заработной платы во время обучения. Это совершенно современная площадка, дающая возможность молодым ребятам актуализировать свои знания. Она дает возможность ребятам двигаться по карьерной лестнице, повышать не только свои навыки, но в том числе и заработную плату, как следствие того, что их растет их профессиональная компетенция. Высоко оценил министр и работу республики по модернизации центров занятости в регионе. В Сибае Антон Котяков с Радием Хабировым посетили новый кадровый центр. Он стал первым в России, который располагается в модульном здании. Требования, которые установлены Минтрудом России для кадрового центра, открытое пространство, open space, это определенное зонирование в виде зоны работодателей. И как раз вот модульный центр позволяет решать вот эти основные вопросы в части удовлетворения требований. Строили центр в рамках нацпроекта «Демография». Делать ремонт экономически было невыгодным. Так и родилась идея с нуля поднять новое здание. Из федеральной казны на эти цели выделили 468 миллионов рублей. Еще 500 миллиона из бюджета Башкортостана. Центр продуман до мелочей. Здесь есть открытое пространство для консультаций, зоны для соискателей и работодателей, кабинет психолога и групповых занятий. В республике в стройке находится еще 6 подобных модульных центров. А в целом мы 51 центр уже привели в порядок. То есть у нас, в принципе, по всей республике центры занятости мы приводим в порядок. В рамках рабочего визита министра труда и социальной защиты в Уфе Антон Котяков с Радием Хабировым посетили также республиканский геронтологический центр Минлик. Открывшийся в апреле текущего года новый корпус учреждения рассчитан на 50 проживающих. Условия здесь, говорят постояльцы, ничем не отличаются от домашних. Мне здесь все меня устраивает. Слава богу, супруг у меня есть. Я как дома себя чувствую. Хозяйка вся дома, можно сказать. В новом здании функционирует тренажерный зал лечебной физкультуры. Есть и бассейн, где предусмотрено оборудование для маломобильных подопечных. К их услугам и медицинская, и социальная помощь. А еще организованы занятия, в том числе творческие, которые помогают развивать новые навыки. Этот проект мы делали совместно с республикой. Здесь принимал участие устроился в рамках федеральной программы. Я хочу сказать, что он соответствует всем современным стандартам. Это совершенно комфортные номера, это совершенно наполненный профессиональным персоналом и оборудованием центр. Вообще такие объекты нужны, нам таких объектов, конечно, еще бы поставить, потому что все-таки пожилые люди, которые всю жизнь работали, но в силу разных причин оказались в необходимости получать такую помощь, им нужно, конечно, давать очень хорошие условия. В целом в Минлике сейчас проживают около 300 подопечных. Организация выступает методологической площадкой и сотрудничает с вузами республики. Студенты проходят здесь практику по направлениям социологии и адаптивной физкультуры. Есть здесь и филиал кафедры сестринского дела БГМУ, где студенты, в том числе и иностранные, проходят практику в сфере паллиативной помощи. Руслан Тригареев, Азат Ишбулатов, Артур Ханов и Булат Садриев. Итоги недели.
Российские войска взяли под контроль всю территорию Луганщины. Она полностью освобождена и защищена от боевиков ВСУ на все 100%. Такое заявление на неделе сделал глава региона Леонид Пасечник. Одну из ключевых ролей в этом сыграл 31-й мотострелковый полк Башкортостан. Военнослужащие из нашей республики продолжают вносить вклад в достижение общих результатов, поставленных Верховным главнокомандующим. Подробности далее. Самое главное, слушайте командиров, то, что в рацию будут говорить, правильно? Ну и самое главное, назад у нас дороги нет. 3 с лишним года продолжается специальная военная операция. На фронте сражаются тысячи защитников Отечества, среди которых самые эффективные – пехота, штурмовики. Они первыми идут в бой. Малыми группами вклиниваются в оборону противника и двигают фронт вперед, перемалывая силой ВСУ. Российские военные полностью освободили Луганскую Народную Республику. Об этом заявили местные власти. Сейчас угроза для приграничных регионов ликвидирована. Земли ЛНР целиком зачищены от неонацистов. Трудно всем бывает, я вам так скажу, но просто себя как бы преодолеваешь, идешь вперед, знаешь, что происходит, знаешь, что творится. И нет шага назад, только вперед, все. Бойцы башкирского штурмового отряда имени Гази Загитова крушат врага не только на поле боя, но и в своих мастерских. В этом помещении, отведенном под спецоборудование, круглосуточно кипит работа. Печатают запчасти для дронов, устройства для сброса боеприпасов с квадрокоптера. Бойцам в составе гуманитарной помощи доставляется все необходимое. Пластик для 3D-принтеров, хвостовики, накольники, подвесы и сбросники. В случае же задержек в поставках специалисты самостоятельно на местах изготавливают нужные узлы и детали. Для бронетехники, для уничтожения больше всего используется, конечно, кумулятив. Вот кумулятив. Это она пробивает кумулятивную струю и броню, тем самым уводя бронетехнику из строя. Но как бы не только бронетехнику этим жжем, также блиндажи, где скрывается враг. При попадании, в общем, достается им хорошо. В освобождении Луганщины ключевую роль сыграла беспилотная авиация. В полку Башкортостан данная структура представлена в виде подразделения «Айгир». Как заявил президент страны, наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения БПЛА. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, живую силу. Сейчас на их счету до 50% уничтоженной и поврежденной техники. Разведка, поиск, корректировка. Задач у операторов БПЛА много. Подразделение «Айгир» 31-го мотострелкового полка использует 2 вида дронов. В основном это либо разведывательно-ударный, несет он на себе 700-800 граммов груза. Здесь представлено 2 ВОГа и 1 граната. Либо это дрон «Камикадзе», несет он на себе уже порядка 3 килограммов. Используют его либо для доставки провизии для бойцов, которые находятся на передовой, либо для удара по технике и живой силе уже в один конец. «Айгир» работает и на аппаратах самолетного типа, позволяющих залетать вглубь обороны противника. Есть также расчеты оптоволокна, мовисты, ночники. Над вражескими позициями круглосуточно висят коптеры-разведчики. Они сменяют друг друга, как рабочие пчелы, и в любой момент могут превратиться в смертоносный рой. Окопы, которые раньше могли защитить от пуль и осколков, не спасают от беспилотников. Дрон настигнет врага даже в блиндаже. Республика, несомненно, помогает каждый месяц, то есть привозят дроны, материалы, запчасти. Дроны с Башкирии, да, хорошая, то есть сборка, то есть в полете идеально, то есть все достраивается, до конца дорабатывается. В современной войне крошечные радиоуправляемые БПЛА диктуют свои условия. А ведь до начала СВО многими они воспринимались как детские игрушки или девайс видеоблогеров. Дроны на фронте перевернули не только тактику и логистику, но и саму философию выживания на поле боя. Это оружие 21 века всегда присутствует в гуманитарной помощи, которая приезжает на Донбасс от республики. Новую крупную партию грузов передали из Башкортостана для нужд бойцов специальной военной операции. Танкисты, штурмовики, операторы БПЛА, разведчики, артиллеристы и военные медики. Все работают в связке. Разные части системы образуют синергию, усиливают друг друга, создавая новый,
более мощный результат. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Булат Садриев, Ильдар Байбулатов, Артур Галеев. Итоги недели. Луганская Народная Республика. Обучение кадрового резерва, которое будет проходить в парке «Патриот», рассчитано на год. Первый заезд стартует 21 июля. Об этом сообщили на заседании Общественного совета программы «Герои Башкортостана», прошедшего в Уфе на уходящей неделе. Его провел глава республики. Ради Хабиров лично руководит проектом по формированию управленческого резерва из участников и ветеранов специальной военной операции. Ветеран специальной военной операции подполковник Василий Власов из Межгорья стал одним из финалистов кадрового проекта «Герои Башкортостана». Он представитель военной династии в третьем поколении. Его дед был военным офицером, а отец прошел путь от командира взвода до начальника штаба. С начала специальной военной операции Василий Власов участвовал в формировании полков по мобилизационному заданию, а с 2024 года в создании подразделений беспилотных летательных аппаратов. За проявленную доблесть и мужество в ходе специальной военной операции был удостоен медалей Жукова и Суворова. О кадровой программе «Герои Башкортостана» Василий Власов узнал от своего боевого товарища. Пройдя конкурсный отбор, стал одним из 70 финалистов. По словам офицера, проект «Герои Башкортостана» отличается своей эффективностью и уникальностью среди других регионов. Хотелось бы себя попробовать в направлении развития воспитания молодежи, в патриотическом развитии воспитания молодежи, а также попробовать в сфере туризма, то есть улучшить эту сферу. Есть определенные уже идеи в этом направлении. Марку Баженову было 51, когда он пошел добровольцем на СВО. В прошлом начальник одного из подразделений Куйбышевской железной дороги ни на минуту не сомневался в принятом решении. Когда уже показали по телевизору вот эту аллею ангелов, детишек, которые погибли в Донецке, и не только в Донецке, в Донецкой Народной Республике, в душе возникла такая тяжесть, понимаете, и принял тогда решение, бороться с этим фашизмом. Марк Сергеевич ушел на СВО в 2023-м, воевал в отряде штурмовиков, имел звание сержанта. В ходе боев за Новомихайловку был тяжело ранен. Ветеран-штурмовик СВО с позывным «Дема», чей опыт боевого братства и умение сплачивать людей перед общей задачей, отмеченный государственными наградами, делает новый шаг. После обучения по федеральному проекту «Время героев» он вошел в число участников региональной кадровой программы «Герои Башкортостана». Взгляды мои очень сильно изменились после участия в боевых действиях. И видя здесь данную обстановку, захотелось мне что-то изменить в нашей жизни, с учетом тех реалий, которые со мной произошли. Программа «Герои Башкортостана» была запущена 24 февраля 2025 года как региональное продолжение федерального проекта «Время героев», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ее основная цель – формирование управленческого резерва из участников и ветеранов специальной военной операции для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях республики. Руководит проектом лично глава региона Ради Хабиров. Общественный совет на данный момент отобрал 70 человек, которые будут зачислены на годовую программу обучения. Важно выстроить образовательную программу таким образом, чтобы участники получили полное представление о действующем законодательстве, отраслях экономики, социальной сфере, практике государственного и муниципального управления в современных реалиях. Проект «Герои Башкортостана» стал самым востребованным среди аналогичных программ в России. По числу желающих принять в ней участие Башкортостан занимает первое место в стране. Поступило свыше 2000 заявок из более чем 40 регионов России. По итогам отбора в финал вышли 70 участников. За каждым из них закрепят наставника из управленческой команды региона. Отрасль бойцы выберут сами. Зилия Баймуртина. Итоги недели. В Мелеузе заработает единственное предприятие в России по производству молочной основы для детского питания. Строительство завершится в первом квартале следующего года. Накануне Ради Хабиров в рамках рабочей поездки посетил Мелеузовский молочно-консервный комбинат.
Побывал и на другом предприятии по производству удобрений, которые в этом году отметили полувековой юбилей. Глава региона вручил госнаграды сотрудникам, а потом побывал на стадионе «Спартак», открытом после ремонта. Сюжет Динары Таймасхановой. Предприятие порядка 300 гектар. И вот зеленые площадя, которые мы видим, это, к сожалению, те производства раньше, которые существовали, которые пришли в полный упадок. Мы их ликвидировали, площадки подготовили, очистили и, в принципе, готовы для расширения. Мелеузовский завод производит удобрения и азотные соединения. Предприятию в этом году исполнилось 50 лет. До включения в 2019 году в группу компании «Азот» оно находилось в удручающем положении. Сегодня завод покрывает потребности аграриев республики и соседних регионов. Экспорт осуществляется в Монголию, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Армению. Для сельхозпроизводителей выпускают селитру аммиачную. Ее же, но пористую для горнодобывающей промышленности. Горнодобывающая промышленность является основным потребителем. Селитру используют как ингредиент взрывчатого вещества для поднятия пластов, пород, в золотодобывающей, в угольной промышленности, да и во многих других сферах. В этом году в линейку выпускаемой продукции добавилось азотно-магниевое удобрение. Оно также применяется в сельском хозяйстве. Планы – это и поддержание основных фондов, и модернизация оборудования, и дальнейшее развитие производства, и увеличение мощности. У нас сегодня идет в проработке проект сложной цепочки удобрений. То, что раньше было на заводе, и теперь этого нет. Мы прорабатываем аммиачно-карбамидную цепочку. Я сразу скажу, что у меня чудесное настроение сегодня. Вот мелеузовцы, и мы примерно знали, в каком состоянии было предприятие. Но вот я сейчас поехали, посмотрели. Предприятие на таком хорошем темпе развития, так заботливо руководство смотрит за предприятием. Самое лучшее ощущение и впечатление, конечно. Трудится на заводе порядка 700 человек. Ради Хабиров вручил госнаграды лучшим и преданным профессии. Многие посвятили заводу десятилетия. Я уже более 40 лет уже работаю на заводе оператором котельной. Такого не ожидала, конечно. Большое спасибо руководству, что оценили мою работу. Спасибо большое. Еще будете работать? Пока здоровье есть, будем работать. Строительная площадка, с которой также ознакомился руководитель республики, будущий цех молочно-консервного комбината. В следующем году здесь начнется производство основы для детского питания. Что это даст предприятию? Это даст новые рабочие места, около 100 новых рабочих мест. Ну и увеличивается производительность по выпуску сухих молочных продуктов почти в 2 раза. 10 800 тонн в год – это будет паспортная производительность данного цеха. Запуск нового производства, единственного в России по выпуску молочной основы для детского питания, был одобрен на инвестчасе. Объем вложений более 1,5 миллиарда рублей. Ради Хабиров отметил важность этого строительства для повышения продовольственной безопасности. Будем производить сперва основу для детского питания, которую будут производить другие предприятия в России. А вторым этапом, это мы обсудим, когда инвестор приедет, это непосредственно уже вторым этапом, уже здесь непосредственно производить уже детское питание, фасованное самых разных видов. Вот. Это большое дело на самом деле. Этот стадион в Мелеузе вошел в историю тем, что здесь единственный раз в Башкортостане в 1986 году зажегся огонь 6-й зимней спартакиады народов СССР по бобслею. В 2005 году излюбленное место горожан и спортсменов было закрыто на реконструкцию. Поэтому сейчас можно сказать, что эта площадка получила вторую жизнь. На стадионе заменили системы отопления, электроснабжения, перестелили футбольное поле, появились баскетбольные и волейбольные площадки, дорожка для бегунов и трибуны. Я занимаюсь волейболом. Я выбрала, потому что мне нравится играть в волейбол. Мне нравится особенно заниматься на улице, именно на этом стадионе, потому что тут очень хорошее покрытие и очень удобно для занятий. Тут есть и большое футбольное поле,
и волейбольная сетка. Классная беговая дорожка, можно каждый день бегать, тренироваться. Спортсменам нужны условия, потому что это даже мотивирует больше заниматься на классном поле. Уважаемый Ради Фаритович, дайте, пожалуйста, автограф. Этот мяч будет нашим талисманом, приносить нам удачу. Завершение ремонта стадиона было для горожан долгожданным. Сроки сдвигались из-за недобросовестных подрядчиков. В феврале прошлого года Ради Хабиров дал поручение закончить реконструкцию. Из бюджета было выделено более 50 миллионов рублей. У нас еще 2 бассейна таких, за которые я считаю, что нам стыдно должно быть. Мы же руководители в Федоровском и Кургазинском районах. Но мы их тоже сдадим этим летом. А так бывают такие срывы. Я считаю, что такие срывы вот эти 2 предприятия, что так долго их построили. Хорошо, все нормально, но долго их строили. Глава республики отметил, что город становится дружелюбнее для людей, улучшаются общественные пространства, становится больше точек притяжения. Также продолжится спортивное преображение Мелеуза. Руководитель региона анонсировал строительство здесь крытого катка. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Итоги недели. Дополнительные меры поддержки многодетных семей, введение ГОСТа для школьной формы и собрание Союза писателей Республики. О тех событиях, без которых информационная картина уходящей недели была бы неполной, расскажет мой коллега Эмиль Басариев. Глава Башкортостана встретился с торговыми представителями России за рубежом – в Алжире, Бразилии, Вьетнаме и на Филиппинах. Обсудили направление внешнеторгового сотрудничества. Ради Хабиров отметил важность работы торговых представителей России и их коллег из Башкортостана для повышения инвестиционной привлекательности региона на зарубежных рынках. В 2024 году внешнеторговый оборот региона вырос почти на 6,5%. Также торговые представители встретились с региональными экспортерами. На неделе прошло собрание Союза писателей Башкортостана. Участие в нем принял глава республики Ради Хабиров. На собрании избрали председателя Союза на следующие 6 лет. Им остался Айгиз Баймухаметов. Также был утвержден новый устав. Ради Хабиров вручил государственные награды видным деятелям, внесшим вклад в развитие литературы республики. Союз включает почти 300 мастеров пера. Ежегодно за счет регионального бюджета издается около 100 книг на русском, башкирском и других языках народов Башкортостана. Разработана система поддержки. Она включает премии имени Салавата Юлаева, Шейхзады Бабича, Хадии Давлетшиной, а также более 30 муниципальных наград. Многодетным семьям компенсируют расходы на обучение детей в колледжах при вузах. Депутаты регионального парламента внесли соответствующие изменения в республиканский закон. В Башкортостане многодетные семьи могут вернуть половину стоимости обучения студента-очника, техникума или колледжа республики. В год за учебу одного ребенка, который на коммерческой основе получает среднее профессиональное образование, можно вернуть до 30 тысяч рублей. Теперь на эту льготу могут рассчитывать студенты, которые учатся на платной основе в колледжах при высших учебных заведениях. Парламент Башкортостана обратился к председателю правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой помочь в ликвидации последствий экологической катастрофы на территории бывшего Уфа-Химпрома. С 2018 по 2022 годы площадь загрязнения там выросла в 8 раз, а в почве осталось 400 тысяч тонн опасных отходов. Депутаты просят рассмотреть возможность включения территории бывшего завода к числу земельных участков, на которых организация работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии России, либо подведомственными ему учреждениями. На рекультивацию требуется около 20 миллиардов рублей. В России начал действовать национальный стандарт с едиными требованиями к качеству школьной формы. Чтобы получить сертификат, форма должна быть гигроскопична, воздухопроницаема и нетоксична. Исследование на соответствие материал проходит в Центре стандартизации, метрологии и испытаний. В лаборатории проверяют материалы по ряду показателей. Например, чтобы вещь не мялась и держала форму, была гипоаллергенна. Учитывается и безопасность фурнитуры, отсутствие острых элементов, удобный крой, не сковывающий движение, а еще запрет на символику неформальных объединений. И напротив, рекомендуется использовать государственный триколор или герб. 15-летний уфимец Алан Хадеев вдохнет новую жизнь в башенные часы с фасада Московского театра кукол имени Сергея Образцова. Сложный механизм с подвижными элементами 2 года назад демонтировали из-за аварийного состояния. Часы созданы более полувека назад. Время и коррозия нанесли урон конструкции, и теперь им требуется восстановление.
Хронометр перевезли в мастерскую в Санкт-Петербурге для реставрации, где юный часовщик из Уфы и опытные мастера будут трудиться с 10 по 15 июля. На уходящей неделе не обошли и тему спорта. В столичном дворце борьбы глава республики Ради Хабиров пообщался с участниками молодежного форума «Башкортостан. Регион спортивных побед». В мероприятии приняли участие 500 атлетов, тренеров и студентов. Большое внимание уделили развитию детского спорта, национальных видов, строительству объектов для занятий физкультурой. А те, кто уже успел отличиться в 2025-м, и о том, как вовлекать детей в занятия спортом. Наш следующий сюжет. Я передаю слово своей коллеге «Переживаю». Тот случай, когда олимпийское спокойствие подводит даже чемпиона и призера игр. Заслуженный мастер спорта Семен Елистратов впервые пробует себя в роли ведущего на молодежном форуме «Башкортостан. Регион спортивных побед». У меня руки трясутся, представляете? Да, я сегодня модератор, благодарен, что доверили мне сегодня вести мероприятие и задавать главе вопросы. Для меня это очень ответственно и очень важно. После триумфального выступления Семена Елистратова и Руслана Захарова на Олимпиаде в Сочи интерес к шорт-треку мгновенно вырос, а позже в Уфе появился специализированный центр. Подобные спортивные успехи только уже шпажистов и раперистов, а также Алсу Миназовой стали толчком к созданию в республике центра фехтования и комплекса гребного слалома. Уже сейчас оба объекта стали местом притяжения ведущих атлетов страны, и сюда приезжают на сборы, здесь проводят чемпионаты России. На встрече с молодежью глава региона Ради Хабиров отметил, что спортивные победы повышают престиж республики и привлекают тысячи ребят в спортзалы и на стадионы. Зрелый спортсмен, достигший успехов, это всегда еще пример для огромного количества людей. И мне очень важно, что вот вы есть. И еще мальчишки, девчонки маленькие смотрят на вас и, собственно, потом приходят на спортивные площадки и тоже повторяют вас путь. Поэтому спасибо вам большое, что вы есть. Символично, что мероприятие состоялось во Дворце борьбы. С момента запуска спортобъект постоянно принимает крупные турниры российского международного уровня. Не прекращаются и занятия у юных борцов, самбистов, дзюдоистов и курышистов. В Башкортостане успешно развивается массовый спорт и спорт высших достижений. В регионе, несмотря ни на что, сохраняются высокие темпы строительства современной спортивной инфраструктуры. Мы там достраиваем 2 небольших бассейна в 2 сельских районах, строим, соответственно, ФОК в одном селе, строим ледовый дворец в Баймаке, вот строим, значит, еще большой бассейн в Октябрьском. То есть я вот так пальцем могу загибать, и у нас вот эти все вопросы идут. Мы получили государственное заключение на экспертизу большого спортивного объекта, который мы намерены строить. Это большой крытый спортивный манеж с училищем Олимпийского резерва. Общая стоимость вот, по итогам экспертизы порядка 8 миллиардов рублей. Среди участников встречи молодые представители сферы спорта, тренеры, студенты, а также те, кто уже успел отличиться в 2025-м. Всего в мероприятии приняли участие 500 молодых спортсменов. Здесь есть ребята, которые киберспортсмены, команда УНИТа. Есть здесь, нет? Да, ребята. Я просто хотел сказать, у нас такие новые виды спорта появляются, и ребята стали чемпионами Национальной студенческой лиги, да? Поэтому поздравляю, здорово. Мы заняли 2-е место на ВКСЛ, могли бы и 1-е, но там суммарно по дисциплинам считается, какие-то дисциплины не дотянули, так скажем. Победили Национальную студенческую киберспортивную лигу. Да, это мой, наверное, пока самый успешный год. Общение с участниками проходило в формате вопрос-ответ. Из диалога с молодежью получился настоящий откровенный разговор о возможностях развития и самореализации в республике. В неформальной обстановке любой мог задать интересующие вопросы. Очень много классных вопросов спортсмены задавали. Вообще мероприятие очень хорошее для молодых спортсменов послушать. Тут разные спикеры выступали. На встрече отметили значимость работы наставников, достижения успехов на спортивной арене. В регионе работают программы поддержки тренеров. Также в Башкортостане уделяется особое внимание развитию адаптивного спорта как одному из способов реабилитации ветеранов СВО. Кроме этого, Ради Хабиров рассказал о важности развития национальных видов спорта. Национальный спорт обязательно он должен развиваться. И у нас, кстати, в республике мы, как, знаете, начали потихонечку возрождать. Очень много же если говорить, мы все-таки в Башкортостане живем, у башкир очень много игр было связано с лошадью. Вот мы там каждое лето проводим в Баймакском районе
Башкортата фестиваль, посвященный Башкирской лошади. Мы там возрождаем. У нас уже команды появились целые, которые играют. В свою очередь атлеты поблагодарили руководство региона за вовлеченность в повседневные нужды и заботы спортсменов. В завершении встречи глава Башкортостана вручил спортсменам и тренерам государственные награды республики. Юлия Паршина, Артур Хуснудинов. Итоги недели. Первая неделя прошла после введения платных парковок в центре Уфы. Проект для столицы республики новый. Сейчас он, по сути, апробируется. Привыкают как ответственные за организацию процесса, так и автолюбители. Как оказалось, не все водители готовы к технологичным нововведениям. Звонки в колл-центр не утихают, а невнимательным пользователям уже начали приходить штрафы. Пока операторы обзванивают каждого, кто пытался внести средства, но по какой-то из причин сделал это неверно. В чем главные ошибки и как не стать жертвой платных зон, расскажет Алия Альтубаева. В очном пространстве оператор Юскуль. Какой у вас запрос? Да, конечно, я могу объяснить. Заходите в приложение «Горпарковки», находите себя на карте. Фраза, которую по 100 раз на день произносят диспетчеры. Именно столько обращений ежедневно поступает в колл-центр. Система платных парковок для жителей новая и незнакомая. Хотелось бы обратить внимание на то, что многие пользователи неправильно осуществляют парковку, неверно указывают зону, либо неверно указывают номера при регистрации своего автомобиля в приложении Горпарковки. Также оплачивают не свое время. И последнее, как отмечают специалисты, одна из самых частых проблем автомобилистов. По невнимательности пользователи указывают в приложении неверное время. Открыли гипотезу. На примере данного автомобиля я могу показать. Автомобиль приехал в 7:01, как мы видим. Провел 3 часа 44 минуты на парковке. Но оплату он начал совершать с момента, когда он планировал уезжать в 10:44. Это потенциальный штрафник. Так как платные парковки заработали недавно, мы этот штраф отклоняем, но хотим всех предупредить, что со следующей недели нужно будет оплачивать фактически то время пребывания, которое вы находились на платной парковке. Безошибочный выбор – воспользоваться функцией постоплаты. И, конечно, не забывать перепроверить введенный госномер. Из-за мелких недочетов могут начислить штраф. Сейчас на данный момент вынесено более 800 постановлений об административных правонарушениях. После вынесения направляются гражданам по почте, также на госуслугах. После этого гражданин имеет право обжаловать данное постановление в течение 10 дней. Это установленный срок по законодательству. Чтобы оплатить штраф в 1500 рублей, у водителей есть 2 месяца и несколько способов. Через мобильное приложение Горпарковки, сайт parking02.ru, банкомат или по СМС. Вся информация указана на дорожных знаках. 40 рублей – фиксированная стоимость часа парковки. В будние дни с 7 утра до 9 вечера необходимо платить за стоянку свыше 20 минут. Но плата взимается не всегда. Бесплатно оставить машину можно круглосуточно в выходные и праздничные дни на час возле соцобъектов и медучреждений. Оплата не касается льготников, ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих, ветеранов боевых действий, инвалидов 1, 2 и 3 групп, лиц их перевозящих и законных представителей детей-инвалидов. В перечень также включены родители из многодетных семей и владельцы электрокаров. Все они должны быть внесены в региональный электронный реестр. В МФЦ уже подали заявки более 2500 граждан. Наши звонки занимают около с 5 до 15 минут. И поэтому многие люди не могут дозвониться, к сожалению, потому что очень много вопросов по оплате, по льготам, как оформить льготу, куда обращаться. Люди, которые подали документы на федеральный реестр инвалидов, они могут парковаться только на отведенных местах для инвалидов. Те, кто подали в МФЦ льготу на платное парковочное пространство Уфы, они имеют право парковаться и на платных местах, и на отведенных для инвалидов. Зоны платной стоянки расположились на участках 9 улиц: Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской революции. Нововведение уфимцы восприняли неоднозначно. Я поставил меньше, чем на 20 минут, и я платить не буду. Вообще я передвигаюсь в большинстве на велосипеде либо пешком. Основная проблема: в центре нет мест парковочных. Просто ликвидированы места, где машину можно было поставить в центре,
А вместо этих парковочных мест не построены паркинги, там подземные паркинги, надземные паркинги, может быть, какие-то высокотехнологичные паркинги, да? Однако местные власти нашли эффективную альтернативу. Так водитель не тратит время на поиск свободного места в центре, и, судя по статистике, люди оставляют машины всего на пару часов. Только за прошедшую неделю зонами с синей разметкой воспользовались 30 тысяч раз. Вот я первый раз с Ишимбая приехал, и так-то удобно вот. Встал и вот приехал на мероприятие. Доволен, что не бегал, не искал, встал. Бывало, приезжали вот дочки в универ и не могли место найти, а сейчас без проблем. Вот с новыми правилами табличками разобрались? Нет каких-то сложностей у вас? Ну, пока первый раз нет, но вот дочка помогла. Я думаю, в следующий раз легко разберемся. Несмотря на первоначальные трудности и путаницу, система платных парковок в Уфе постепенно входит в привычку. Аналитики прогнозируют, что со временем, по мере увеличения числа пользователей, система станет еще более эффективной. Она снизит транспортную нагрузку на центральные улицы и даст толчок пользованию общественным транспортом. Главное – не забывать об ответственности и внимательности, ведь соблюдение правил парковки – залог комфорта не только для себя, но и для всех участников дорожного движения. Алия Альтубаева, Артур Хуснуддинов. Итоги недели. Уфа. У меня на этом все. Далее смотрите авторскую рубрику нашего коллеги Руслана Шарафуддинова. В своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, я Руслан Шарафуддинов и наша традиционная рубрика «Между нами». Неделя была богата на события, из которых я бы особо выделил два. Просвещение дух продолжает дарить нам новые чудные открытия. Весь первоцвет российской науки собрался на эту неделю в Уфе на свой съезд. 13-й Всероссийский съезд Советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Панельные сессии, горячие дискуссии, перспективные разработки и проекты, презентации и просто интеллектуальная движуха. Более 2000 участников со всей России и 8 стран, живая химия горизонтальных связей и математика будущих мегагрантов. Если кто не в курсе, то молодые ученые – это до 40 лет. Каждый год для такого форума выбирается новый город. А вот место проведения ежегодного конгресса молодых ученых с участием президента Путина – это Константа, в центре «Сириус» в Олимпийском парке Сочи. Поддержке науки, особенно ее молодежного крыла, государство уделяет сегодня повышенное внимание. Честь собрать будущее российской науки в Уфе была доверена, конечно, не случайно. За последние годы в нашей научно-образовательной сфере произошли тектонические сдвиги, без преувеличения. Высшая школа «Наука и технологии» переживает в Башкирии период бурного развития. Одной из площадок съезда молодых ученых стал геномный центр в межвузовском студенческом кампусе, недавно открытый уникальный храм башкирской генетики. И это уже не будущее, а настоящее нашей башкирской науки. Невиданный доселе объем федерального финансирования, Евразийский НОЦ и студенческий межвузовский кампус, научные проекты и мощные индустриальные партнеры, новые лаборатории и точки кипения, а теперь и специальный госорган – Комитет по научно-технологическому развитию. Сразу 4 наших универа вошли в федеральную программу «Приоритет-2030» и получат в общей сложности только в этом году на свои проекты 1 миллиард федеральных рублей. На стройплощадке кампуса ежедневно кипит работа, и этот футуристический проект уже обретает свои зримые очертания. Нам есть что показать молодым ученым-гостям со всей страны. Между нами это сегодня у науки и высшей школы Башкирии блестящие горизонты. А еще позавчера река знаний была покрыта льдом взаимного недоверия и застоя. Нужен был человек-ледокол, и он нашелся. И не просто ледокол, а атомный с ядерным реактором внутри. Ради Хабиров взломал эту многолетнюю толщу льда и потащил весь караван науки и технологий республики за собой. Еще одно этапное событие связано с кадровой программой «Герой Башкортостана», региональным аналогом федерального времени героев. По итогам отборочных этапов, а их было несколько, в финал вышли 70 участников, которые уже через 2 недели приступают к модульному обучению. Средний возраст – 41 год, и среди финалистов 2 женщины. За каждым из них закрепят наставника из управленческой команды региона, а сферу бойцы выберут сами.
Главная задача программы – привлечение ветеранов и участников специальной военной операции для работы на гражданке в органах власти и управления и включение их в кадровый резерв после обучения. Башкортостан стал лидером в стране по числу заявок среди аналогичных региональных кадровых программ. Более 2000 прошедших горнила фронтового огня подали свои заявки. И это огромный кадровый резерв. Из таких людей можно делать не только гвозди, но и эффективных управленцев после соответствующей подготовки. У государственной службы есть много особенностей. Одна нормативная база чего стоит. Герои Башкортостана доказали свою преданность Родине на поле боя. Значит ли это, что они лучше знают, с чего начинается Родина, и будут иметь карьерные преимущества перед своими штатскими ровесниками? Такая постановка вопроса не совсем корректна и правильна. Я бы сравнил это с переливанием свежей крови, а в том, что наш управленческий аппарат нуждается в этом, сомнений нет. По сути, это обновление элиты и ее фронтовой призыв, и грех не использовать для выполнения важных государственных задач такие качества фронтовиков, как дисциплину, волю и самоотверженность. Смотревшие смерти в лицо, они готовы, как и в бою, брать на себя ответственность за принятие сложных решений. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.